Уйгуры Монгольской империи. Юань-Ши. Хроники династии Юань. Том 193. Жизнеописание 80. Биография верности и праведности. Уйгур Хала Бука, генерал-губернатор, героически защищал Монгольскую империю Хубилая. Хала Бука, уйгур, сын Юэлин Тимура. В детстве служил при матери госпоже Адунь, жившей в Иду, город Цинчжоу, провинции Шаньдун. Он часто говорил: «Если с малых лет не учиться, разве не падет наш род?» Отец в то время, будучи Дэншигуан, генерал-губернатор по судебным делам, имел ставку в Баодине. Хала Бука отправился к нему и изложил свое стремление. Отец удивился его решимости и поручил ему изучать уйгурское письмо, а также классику и историю. Хала Бука обладал памятью быстрой и ясной, по природе был одарен. Когда Летан восстал, мать с младшим сыном Талуй Бука бежала в области Диденг и Лай. Лишившись связи, мать плакала день и ночь. Позже Хала Бука следовал за двоюродным дядей Саджиси, который разгромил мятежников в Шиндуне и в конце концов вернул его мать домой. Саджиси высоко ценил его, говорил, что его собственные таланты уступают ему. Доложил о нем Хубилаю Шицезу. Тот призвал Хала Бука и назначил в императорскую стражу. Однажды, прибыв по делам в Иду, он у подножья горы Сыцезия основал 2 литейни, Гуансин и Шаншань. За труды получил золотой знак и был назначен главным надзорщиком литейных заводов Шаншань. Уступил должность младшему брату. В то время армия выступила в южный поход. Снабжение армии и перевозки зерна возросли, он был выбран начальником управления водных перевозок. Руководил войсками в 15 тысяч человек, участвуя в походе. Когда юг был умиротворен, он представил доклад. Близкую родню и знатных чиновников следует уважать, так сохраняется основа государства. Открывать школы, поощрять добродетель и честь, чтобы вдохновлять ученых. Упорядочить имена и звания, строго проводить проверки, чтобы установить закон для всех чиновников. Сделать свободным обращение монет, прекратить излишние подношения, чтобы укрепить основу народного благосостояния. Он также говорил: так как южные земли недавно присоединены, следует призвать старые роды поощрять земледелие и торговлю, смягчить налоги и сборы, чтобы успокоить народ. Иначе боюсь, что императору придется день и ночь беспокоиться. Император многое из его слов принял. Ему поручили доставку 200 тысяч хуриса по каналу, впадающему в Хуанхэ. Судно перевернулось, потери – 10-я часть груза. Кроме того, при измерении каждый ху оказывался меньше столичного на 3%. В то время Ахмад держал власть в своих руках и потребовал взыскать убыток с судовщиков. Хала Бука выступил во дворце с протестом. Измерительные нормы установлены прежними указами, а беды водного пути вне человеческих сил. Даже если судовщики отдадут все свое имущество, они не смогут все возместить. Если двор не спишет убытки, я один буду нести вину. Император издал указ никого не наказывать. Ахмад рассердился и отправил Хала Бука до Ругачи в Нинхай. Позже переведен в Цзиньси на должность Сюаньвейсы, полномочный представитель императора. Но, не успев прибыть, был назначен главным начальником соляных перевозок Гуандуна, с совмещением надзора над заморской торговлей. В то время разбойники нарушали соляной закон. Чэнь Линчэнь подстрекал до 10 тысяч контрабандистов из Дунгуаня, Синшани, Хуэйчжоу к мятежу. Губернатор Цзиньси приказал ему вместе с воеводой Дашиманом подавить мятеж. Хала Бука первым прорвался и отсек голову вожака, затем лично прибыл в логово разбойников. Уговорил остальных вернуться к мирному труду. Представил доклад об отмене вредных статей соляного закона. Проверяющий чиновник Тахуан занимался тяжкими злоупотреблениями. Хала Бука подал инспекционный доклад, и тот был снят с должности. В то время разбойнику Унанси-самозванец присвоил титул вана, принца, и назначил мнимых первого министра и главнокомандующего толпы до 100 тысяч человек. Хала Бука представил карту местности, описал горы и реки, а также разработал план атаки, более 30 пунктов. И вместе с великим маршалом уйгуром КРБ Хая, маршалом-генералом Бай Цзо и тысячником Ван Шоусин разделил войска и атаковал. Вскоре правый министр Соду повел войска против Чампы и Цзячи. Хала Бука был назначен охранять путь подвоза. Когда достиг границ Дунгуаня и Болуа, встретил свирепых разбойников Оуичжуна, которые перекрыли проход в Шивань, их натиск был страшен. Хала Бука сам шел впереди солдат, сражался, двигаясь вперед. Стрелы кончились, а конь был ранен. Он спешился и бился пешим. Убил несколько десятков врагов. Его мужество росло, но был в меньшинстве и взят в плен. Разбойники за его мужество предложили возвести его своим вождем, но Хала Бука отказался и был казнен на горе Чжунсинган.
В ту же ночь его жена, госпожа Хитай Теле, увидела во сне, что он пришел, и сказал: «Я погиб». Помощники Чжанде и Лю Жунь тоже видели этот сон, и оба вскоре умерли. В войсках потом часто говорили, что видели, как Хала Бука верхом на сером коне направляет их в бой. Ему посмертно был пожалован титул Хоубу Шаншу, министр финансов, почетное звание Шоу Чжун Сэюань Цзёгунчень, хранящий верность и чистоту принципов, посмертный титул Чжун Минь, верный и сострадающий. У него было два сына, Сё Вэнь Чжи и Юлунь Чжи. Сё Вэнь Чжи дослужился до Другачи округа Цзянь. Посмертно получил звание Сянхуэй Анян Гунчень, министр ритуалов. Ему пожалован посмертный аристократический титул Юньчжун Цзюньхоу, герцог Юньчжун. Посмертное имя Чжунсян, верный и великодушный. У него было 5 сыновей: Сё Юле, Сё Чжи Цэзянь, Сё Чжетун, Сё Чио, Сё Личи. Все они сдали экзамен и получили степень Цэзиньши, академики. Сё Чжетун был правым министром провинции Цзинси, славился своей литературой и управлением. Сын Юэлончи Шанчжу, сын Сё Чжетуна Сё Бэйлясун, сын Шанчжу Чжэн Сэзун, а другой Арслан. Все они поочередно сдали императорские экзамены. Слава ученой семьи была редкой в то время, и все говорили: это награда за их верность и преданность.